Ежегодно в России вырубают более миллиона гектаров леса. Пожары уничтожают от 3 до 7 миллионов. Для изучения изменений ученые используют данные со спутников. Таких специалистов готовят и в Уфимском аграрном университете. В этом году вуз получил грант в 6 миллионов рублей для исследования лесных массивов. Средства выделил Европейский Союз. Мы в подобных проектах участвовали уже не раз. Подтверждением является данный класс, который мы выиграли по проекту, который реализовался в 2012-2014 годах. Кроме того, достаточно сильный профессорско-преподавательский состав, определенные наработки научных исследований в этой области. Все это Евросоюзом учитывается. Программа рассчитана на 3 года. Часть денег направят на стажировку студентов и преподавателей. Она пройдет в университетах Финляндии, Греции и Австрии. Планируется открыть и новую лабораторию для исследований. Мы запланировали и создание лабораторий, в которых мы будем закупать на эти средства компьютерную технику, новую, и будем закупать программные средства, тоже обновленные. Это ГИС-программы, программы для дистанционного зондирования земли и лесов. Дистанционное зондирование Земли представляет собой изучение спутниковых снимков. Они могут рассказать о промышленном загрязнении лесов, породах деревьев и зонах вырубки биомассы. На основании спутниковых карт создается карта лесов. Она отвечает на вопросы, что было, что есть и что будет. Научное название подобной карты – ГИС. Расшифровывается как географические информационные системы. Специалисты вручную загружают данные и сами редактируют карту. По цветам я могу определить, какое здесь дерево посажено. Я могу определить породу дерева, возраст, высоту, диаметр и тип леса. Студенты аграрного университета используют не только чужие карты, но и создают свои. Для этих целей служит беспилотник. Максимальная высота полета составляет 1,5 километра. Фотографии, которые он делает с высоты птичьего полета, могут рассказать о местах незаконной вырубки и очагах лесных пожаров. Полученные данные студенты загружают в единую программу. Во время европейской стажировки планируется перенять подобный опыт у коллег из других стран. Андрей Шарыгин, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ.